Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, и можешь кидать в меня кучу камней. Ты принца рисуешь высокого роста, что молод, богат был и всех веселей. Мужчина он должен. А дальше по списку за нас прописали уже в соцсетях. Букет из роз с романтичной запиской. Айфон, кстати, новый вот вышел на днях. От них в 25 ждут огромных успехов. Машина, квартира и где-нибудь дом. И вовсе не важно, какие помехи, своим ли он нажил все это трудом. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. Им плакать нельзя, говорить про печаль. В них столько нельзя, чего нам, девушкам, можно. И нет, я в восхищении, мне их не жаль. Они даже терпят больных истеричек, что шарят в карманах, смотря телефон. Они нам прощают так много привычек, а многим совсем отвратительный тон. Я знаю мужчин по-серьезному верных, но им почему-то совсем не везло. Влюбляются в глупых, коварных и нелепых. А все потому, что таких большинство. Поэтому им неохота жениться, хоть дело идет уже к 30. Телами успели уже насладиться, а все, что за гранью, никак не найти. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, а умным-то тяжелее в 100 крат. Им мало лица, красоты или роста. Они, как и ты, идеальных хотят. Есть притча о старом-престаром мужчине. Ему 90, а он не женат. Вы что, не нашли идеал? Перед смертью спросили. Нашел. Но так долго искал. И что же она? Отказала вам просто? Увы, отказала. Была занята. Искала мужчину высокого роста, что молод, богат был. Но в общем мечта. Come to you, baby. Tell me not to let you mind.
друзья, спасибо вам. Наше торжество подходит к своему завершению, и мы не говорим вам прощайте, мы говорим вам